Дамы и господа, еще одно видео. Теплица и на улице дождь. Центр леса. Духовный лидер Анатолий Рус. Нормально, нормально. Сера теплица Шилаули Шафары Плове. Лидер спиритуала Anatoliy Rus. Da. Viața mea e în mijlocul pădurii. Energia băieților și fetelor, energia este bună aici. Ei, mai mult. De pildă karma. Nu iei karma la oamenii care se alăture. Chiar dacă sunt oameni ilustri, bogați și așa mai departe. Cine poate fi mai bogat și mai ilustru ca Anatoliy Rus? Liderul spiritual numărul 1. Да. Итак, мои хорошие, у меня есть типа друг. Вот именно что типа. Знаете, как работает жизнь? А под жизнью имеется в виду высшая магия. Для меня высшая магия — это жизнь реальная. Более тонкие составляющие, да? Значит, у меня было намерение что-то делать с этим человеком. И я, блин, на ровном месте страдаю, переживаю, мучаюсь. О чем это говорит? Это говорит о том, что не надо делать. Вот так вот. Это говорит о том, что не надо делать. Вот и все. Как жили самые великие люди? Парадоксально жили, мои хорошие. У Иисуса Христа была огромная духовная сила, прямо огромная. До такой степени огромная, что сейчас под ним 1/3 человечества. Каждый третий на земле христианин. Человек, который жил давным-давно, 2000 лет назад, да? И сейчас, 21 век, мы подчиняемся ему. 1/3. Ну, не случайно подчиняемся. Сила такая у него, сильная. Человек идет под силу. Iisus Hristos este foarte puternic, spiritual. El e atât de puternic încât fiecare al treilea om e creștin. De 8 miliarde, aproape 3 miliarde sunt creștini. Aproape. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că omul acesta care a trăit cu 2000 de ani în urmă are atât de mare putere spirituală că noi socotim că îi dăm lui credința și hotărârea celor mai grele întrebări. Întrebări în legătură cu moartea, în legătură cu ceea ce e Dumnezeu, ceea ce e dezvoltare spirituală, cum de trăit. Eu știu multă lume care zice că dacă n-ar fi Iisus, n-ar fi niște legi morale și n-am ști cum să trăim. Iisus e drept, are dreptate, face de crezut întrânsul. Eu socot că nu. Nu. Eu socot că ceea ce învață Iisus noi știm și fără dânsul. Nu omorâ, nu fura, nu dori soția la vecin și așa mai departe. Ei, mai sunt acolo. Totul se hotărăște la nivelul astral. Acolo merge lupta dintre noi avem nivelul astral al nostru, personal, voi, eu, și nivelul personal al lui Iisus Hristos. Vă închipuiți voi ce putere mare El are, că cu 2000 de ani în urmă El a trăit și El acum ne biruie pe noi. Noi credem întrânsul. Noi credem, noi hotărâm că e normal de crezut întrânsul. На тонком плане идет борьба. Между нами, между душой каждого из нас, ну, душа имеет уровни, есть и тонкие, самые тонкие отвечают за религию и веру. И идет борьба между нашими уровнями души и уровнями души Иисуса Христа. И представляете, какая сила у этого человека, если спустя 2000 лет его уровни ауры побеждают над нашими? Ну, это очень тонко. Это не вот эта грубая аура, которая прям видит экстрасенса. Это очень тонкая аура. И вот там побеждает Иисус Христос. Ну, видите, каждый третий на земле христианин. Почти 3 миллиарда из 8. Вот так вот.
Что делать и прав ли Иисус? С моей точки зрения, Иисус безнадежно устарел. Прям безнадежно. Для экстрасенсов продвинутых, для экстрасенсов мощных он абсолютно не интересен, в принципе, потому что все мы решаем сами, экстрасенсы. Мы видим душу, там, видим, что такое смерть, ну и так далее. Там нам вообще не нужен Иисус. Ну, разве что мы считаемся с огромной силой. Вот Иисус, да, огромная сила. Она есть. Она до такой степени огромная, что каждый третий на земле, вот, опираясь на него, как бы становится христианином и все такое. Ну, я предлагаю точку зрения, чтобы каждый сформировал свою собственную религию. Собственную. Каждый. Eu propun ca fiecare om să aibă religia lui. Să o formeze el din sintez de mai multe religii. Și budism, și islam, și creștinism, și hinduism, și multe altele. Daosism, sintoism, și confucianism. Și vă zic să fiecare om să-și formeze părerea lui despre tot. Religia lui. Cel mai interesant este că asta noi avem. Мы имеем все, мы имеем свою религию. Так или иначе, в той или иной степени. Даже если мы говорим, что мы христиане, там, мы буддисты, мы все равно имеем что-то свое. Вот. Но оно не до такой степени акцентуировано наше, чтобы мы говорили, что вот прям моя религия. Noi toți avem religia noastră, fiecare om are religia lui. Deși el poate să se socoate că e creștin, musulman și așa mai departe. Dar ea nu-i atât de accentuată, fiecare religie a omului, ca el să poată zice, da, aceasta e religia mea. Dar noi avem, fiecare are religia lui. Eu propun ca oamenii ăștia care au religia lor să se unească într-o nouă religie, într-o nouă societate, care eu i-am dat numirea de Dumnezeii. Я предлагаю, чтобы люди, которые имеют свою религию, так или иначе, в той или иной степени, хотя бы маленькая, хотя бы не очень развитая, соединились в новую религию с названием Боги, где главная идея, что боги мы люди. Ideea principală este că noi suntem Dumnezei. Adică noi luăm, nu că Dumnezei, cum să vă spun eu, voi vă speriați de cuvântul Dumnezei. Noi suntem oameni atât de liberi și atât de dezvoltați spiritual, că noi suntem, noi putem să zicem că suntem în locul lui Dumnezeu. Ca atare Dumnezeu nu-i. Eu știu că voi vă spărați și nu credeți în asta, dar El nu-i. Nu-i Dumnezeu, нету Бога. Бога нету. Это жестоко. Это жестоко, потому что есть люди, которые живут всю жизнь с мыслью о Боге. Они любят Бога, они верят в Бога, они пытаются там не нарушать, все такое. И вдруг, блин, Бога нету. Ну нету. Есть, знаете, что есть? Есть система обратной связи. Știți ce este? Este ceea ce face cei primești. Și asta se hotărăște la nivelul aurei noastre. Это решается на уровне нашего биополя. Что мы делаем, то получаем обратно. Вот это есть. Но Бога нет. Вот понимаете, Бог этот наверху, там сущность, Творец, Высший этот, есть непознанное нами. Мы еще не разобрались в чем-то как бы. Но это же не Бог. Мы просто еще это не разобрались, не поняли, и все. И это надо оставить. Вот есть что-то суперсложное, непонятно откуда появилось, там, жизнь, там, допустим. Ну, надо легкое отношение к этому. Ну, есть непознанно. Не то, что есть бесконечный космос. Слово бесконечный. Отсюда вывод. Там может быть все, что угодно, потому что он бесконечный. Ну и свершиту la космos. Nu-i sfârșitul. Și dacă nu-i sfârșitul, acolo poți fi tot ce vrei. Și păi nu trebuie să spunem acolo noi pe Dumnezeu care a făcut, care conduce, care e deasupra noastră, care... Nu trebuie, asta e poveste frumoasă, care mulți iubesc, care mulți se obișnuiesc, care mulți trăiesc toată viața. Vedeți, sunt fel de oameni, ca de pildă oamenii în sat mai ales, e și în oraș, ei socot normal că trebuie de tăiet cu coșul, găina, porcul.
că-i dat de la Dumnezeu, e chiar spun așa o frază, e dat de la Dumnezeu să-i tăiem. Nu, blin, nu, porcul și ala, el e jiu. Și găina tot, și cu coșul. Ei vreau să trăiască, ei nu vreau să le tai tu capul cu toporul. Și asta e cinism. Ia că noi ne luptăm cu agresia lui Putin. Putin asta e copilaș pe lângă cei și socotim noi strașnic. Noi trăim capul ăla cu coș și socotim că e normal. Da? Asta nu e normal, el e suflet, el e jiu, el e animal, el e vietate. Vietatea asta vrea să trăiască. Eu am avut 6 găini și un coș după ce au murit părinții mei și am lăsat să moară de bătrâneț. Cred că i-au furat vecinii. Dar i-am lăsat, eu i-am lăsat să moară de bătrâneț. Că, da, am sărășit o leacă, nu șăpși. Nu, zato ne-a făcut datoria față de vietățile astea. Amintiri de la părinți, ultima ce am avut eu, de la animale, de la părinți, găinile. Le-am lăsat să moară de bătrâneț. Nimic strașnic. Am sărăcit, da, ea ca sărac, ea că n-am castele, n-am mașini. Am sărășit cu 7 găini. Mare sărășie. Zato merge în viață. Religii nouă am să fac. Am avut puternică avarie în Atena, când am fost. Și eu nu știu de ce cred în adânc sufletul că eu am scăpat fără răni puternici, fără ruperea ciorilor, mâinilor, capului. De atâta că ea că fac lucruri bune. Nu omor musca, nu omor ăsta, cum îi zice, gândacul, țânțarul, mastărus nu omor buruianul dacă pot. Eu înțeleg că el tot e jiu, dacă pot. Că e greu, că dacă ești agricultor, trebuie să-l omori. Dar chiar și acolo poți cumva să omori mai puțin. Сегодня, мои хорошие, я посмотрел видео «Жизнь Путина, жизнь Зеленского», как они живут. Еще там кого-то там до Путина и Зеленского забыл я. Ну, блин, ну я уже другими глазами смотрю на них. Другими глазами. Путин рискованный сильно. Он был воспитан детворой, там, где была борьба в подворотнях Петербурга, где было выживание, где было жестко все. Потом у него родители. Ну, короче, он более рискованный, чем этот Зеленский. Зеленский, он более артистичный такой. Но, блин, честно вам скажу, вы, конечно, можете не верить, можете смеяться. Я вижу явно свою вину за эту войну. Явно причем. При всех моих ненависти к северу, к морозу, я должен был поехать на север. Я был на юге, я был на Кипре, я был в Афины. Ну, блин, надо было поехать в Москву. Надо было взять карму России, она бы не начала войну. Это, во-первых. Во-вторых, я говорю по-русски, я думаю по-русски. Я русский по духу. Моя маленькая, где родился, моя деревня, это 1 километр до железной дороги Кишинев-Москва. И заодно и Кишинев-Питер, конечно. И вот сейчас между дорогой, между моей деревней, Северная Молдова, и Москвой есть фронт. Там даже не граница непроходима, там даже фронт. То есть, а я знаю свою силу, я знаю свою душу, я знаю, как я влияю. Я как искушение, я сладкий для Путина. Он даже не догадывается, что Анатолий Рус духовный лидер в Молдове там где-то. Он это не догадывается. Он видит, что типа как бы, блин, его обижают. Запад обижает, Украина обижают, и давай даже войну. Ему так видится, он даже не догадывается, что Анатолий Русу там стоит за многими этими вещами. Не только я, кстати. Есть общая карма народа. Общая тенденция. И украинцы, конечно, переборщили. Они хотели плюнуть русским в лицо и поехать на Запад, типа. Ну, переплюнули наоборот русские им с этой войной. Вот это страшно на самом деле.
Официально убито 115 тысяч русских и, видимо, столько же украинцев. Это официально. Неофициально говорят о миллионе. То есть 500 тысяч там, 500 тысяч там. Если с ранеными, то больше даже. 2 миллиона даже где-то с чем-то. Короче, страшные цифры. Страшные. Но еще более страшное другое, мои хорошие. И Путин, и Зеленский предельно богатые. Предельно. У них их там жена Зеленского там гуляет по всяким этим бутикам, магазинам. Путин сам, короче, там родственники, все такое. Это природа человека, которая плавает на низких уровнях. Уровне третьей чакры. Первая, вторая, третья чакра. Uomo are centri energetici, da? Cele de jos răspund de lumea materială, cele de sus răspund de lumea spirituală. Ele sunt 7, cele mai puternici 7 centri energetici. Și vă să zic că e strașnic e faptul că noi birui oameni primitivi, oameni care se gândesc la bogății, și Zelenski, și Putin, m-am uitat filme despre dânsi. Asta e strașnic. Este natura omului, есть природа человека. Природа человека, она такая, какая есть. Редко кто пытается воздействовать хорошо на мир. Прям на мир. Каждый тянет на себя. Даже вот Трамп, вроде бы светлый человек, тянет на себя, блин, все там против Китая, против всего мира, там идет торговая война. Ну зачем торговая война? На земле должна быть одна страна. Без границы, без таможни. Одни правила в экономике. И желательно, конечно, не убивать еще и животных. И уважать растения по возможности. Но это то, что видно. Есть невидимый тонкий мир, астральный план. Там еще другие процессы. Еще более интересные. Там можно вступать в контакт с другими мирами, с другими цивилизациями. Можно получить их помощь. Все это можно. Кто останавливает человека, мои хорошие, в его плохих делах? Смерть, тяжести, бедность, здоровье плохое. Вот кто останавливает человека. Cine oprește omul în faptele lui rele? Moartea, sărăcia, bolile, evenimentele în viață nereușite. Nu e nimic întâmplător. Totul e legitim. Все закономерно. Și de aici vă să zic altă concluzie. Noi trebuie să fim noi Dumnezei. Asta, luând în considerație ce înseamnă această frază, să fim Dumnezei, înseamnă că trebuie să luăm asupra noastră totul și trebuie să facem totul înspre bine. Отсюда другой вывод, как выйти из этой ситуации. Вывод, мы должны стараться быть богами. Ну, расшифровывать надо вот это выражение, быть богами. Это значит взять на себя все и нести как бы добро, нести свет. И желательно на всех уровнях, не только на видимом, fizicăm, da? La toate nivelurile care sunt, noi trebuie să aducem bine. Nu numai la nivelul care se vede fizic, da? Sunt niveluri karmice, sunt niveluri spirituale adânci. Есть невидимый тонкий мир, астральный план, где есть много уровней. И везде надо как бы нести свет и добро и все такое. Voi a fost liderul spiritual Anatol Rusu în pădure, în sub ploaie. Vă doresc toate cele bune, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! С вами был духовный лидер Анатолий Русу. В лесу, в дождь. Меня защищает вот это все.
Успехов, удачи, несите свет. Найдите меня в ТикТоке, в Фейсбуке, в Ютубе. Пишите «Духовный лидер Русу». Можете писать «Религия боги» в кавычках, потому что название. Птес гасен ТикТок, Фейсбук, Ютуб. Скриц на Русе, что «Духовный лидер Русу». Птес скриц лидеру спиритуал Anatol Rusu. Sau pur și simplu liderul spiritual rusu. În ultima vreme încep a pune și în limba română și o spun și mai departe în română. Успехов, удачи, решения всех проблем, счастья вам, гармонии, realizației dуши и все самое хорошее. Vă doresc fericire, vă doresc hotărârea problemelor, vă doresc realizația sufletului și toate cele bune. La revedere!